Сегодня в полночь в 5-й раз стартовала международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». За 5 дней она объединит около 5000 участников. Организаторы диктанта – Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Республики Удмуртия. В Коми-диктант писали только на одной онлайн-площадке. Формат проведения в этом году – онлайн. Свою этнографическую грамотность проверила и Наталья Муравьева. Конституция Российской Федерации, Великая Отечественная война, украшения удмуртов и адыгский этикет – это лишь небольшая часть тем этнографического диктанта. Вопросы достаточно сложные, логика не всегда придет на помощь. В первую очередь нужны знания. Из 30 вопросов 20 – общефедеральная часть, единая для всех участников. Остальные 10 вопросов уникальны для каждого региона. Я думаю, вопросы достаточно большие, объемные, надо подумать. И я думаю, списать это будет, пока будешь искать ответы, время пропадет. А потом вопросы все-таки делаются профессиональными этнографами, как у нас в республике писались, как и в России. Поэтому прямого ответа нету в интернете. Надо подумать, много чего почитать, прежде чем ответить. Все-таки надо полагаться больше на знания. Египтянка Мурси Хадига Ихаб Хасан – студентка Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Уже 2 года учится в столице Коми на врача. Свои знания о культуре и самобытности того или иного народа, проживающего на территории России, девушка решила проверить впервые. А вот Софья Фельцингер на вопросы этнографического диктанта отвечает уже не в первый раз. Во-первых, обогатить свои знания, узнать, где у тебя есть пробелы, что-то новенькое для себя почерпнуть. И раньше это была дополнительная причина встретиться, поговорить со своими единомышленниками, познакомиться с новыми людьми. А сегодня она переходит в онлайн, но важность акции не потерялась. Также будем участвовать онлайн, а потом обсуждать, кто как ответил, кто сколько баллов получил. Сегодня на офлайн-площадке этнографического музея диктант писали всего лишь 8 человек. А за прошлые годы в акции приняли участие уже больше 1 миллиона человек из 46 стран. 5000 из них – жители Коми. Время прохождения онлайн-тестирования – 45 минут. Сертификат участника с указанием результата формируется сразу после прохождения диктанта. А официальные итоги будут подведены ко Дню Конституции 12 декабря. Нас так много, но все мы едины. И это первоочередная цель этнографического диктанта. В этом году мы работаем в новом формате, но надеюсь, что уже в следующем году все мы встретимся на открытых площадках и будем дружно писать диктант. Участниками большого этнографического диктанта может стать любой желающий. Достаточно зайти на сайт miretno.ru, зарегистрироваться и пройти все задания. Срок до полуночи 8 ноября. В этом году пандемия внесла свои коррективы. Но, возможно, благодаря онлайн-формату желающих проверить и оценить уровень своей этнографической грамотности станет намного больше. Наталья Муравьева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.